Каждый житель из республики принимает участие только для одной цели – отдать дань уважения подвигам наших земляков и соотечественников, принимавших активное участие в защите свободы и независимости Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ингушей-защитников Сталинграда было более 200 человек. 75 лет назад многонациональный советский народ доказал, что он непобедим. Нанеся сокрушительный удар по фашистской Германии, Сталинград удалось отстоять. И все это благодаря мужеству, храбрости и жизнестойкости наших соотечественников. Мы гордимся тем, что ингуши принимали участие в этом историческом сражении. Ингушские бойцы достойно внесли вклад в эту историческую победу. Мы не устанем благодарить наших ветеранов. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Очень сильные войска, которые вступили в бой с нашим сознанием, с нашими людьми, с нашей культурой. И они действительно были сильны. Но сила их была замешана на ненависти. Наша же сила была замешана на великой любви. Сталинград явился крупнейшим поражением немецко-фашистской армии. Под Сталинградом советские войска разгромили 5 армий, 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянскую армию. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч человек. По продолжительности и ожесточенности боев, а также по количеству участвовавших людей и техники, Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения в мировой истории. Активно принимает участие в таких мероприятиях молодежь, что очень важно для развития патриотического воспитания в республике, отмечает Мадина Богатырева. Вели спор о том, кто будет выступать. Эти 4 человека отобрать из этих 30 было очень сложно, потому что каждый хотел выступить. Хочу сказать, что наша молодежь сейчас именно идет по этому пути патриотики. И мы понимаем, что это действительно сегодня особенный праздник. Для гостей, помимо официальной части, была подготовлена и концертная программа с участием артистов ингушской эстрады. Песни военных лет тут же заставляли присутствующих окунуться в те далекие времена. Дети войны, нас поюгали русские женщины. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Оно кардинально изменило ход всей войны в пользу советских войск. И пусть победа досталась дорогой ценой, Красная Армия захватила инициативу в свои руки. Десятки тысяч человек полегли под руинами сталинградских домов между Волгой и Доном. Сотни тысяч были ранены. Многие пропали без вести. И вот, наконец, минуло 75 лет. И неудивительно, почему на митинге собралось столько людей. Сегодня великий день. Прошло уже более 70 лет, как отгромыхала та Великая война. Но почему мы о ней помним? И почему мы должны о ней помнить? Мы должны помнить о том, потому что враг, пришедший покорить нас, нанес стране огромный ущерб. Мы миллионы людей потеряли. Мы должны об этом помнить хотя бы для того, чтобы это не повторилось. Конечно, там есть и мои родственники, и близкие, и не очень. И далекие родственники тоже, которые принимали в этой битве участие. И таких, как бы сказать, таких людей очень много. И даже если брать то, что просто тот человек, которого можно назвать ингуш, для нас по-любому родственник. Каждый раз, видя на памятных плитах имена своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне, их потомки чувствуют гордость, ведь они сражались за наше будущее. Мои родственники там есть, которые сражались даже на плите народной. И Магожа Абдулла, и Магожа Аллаудин, и другие. Ну, очень много ингушей. Ну, в общем, все ингуши, которые воевали там, мои деды или прадеды, или отцы мои родные, все ингуши, потому что дал, как это был царя, дал гештол в войнах, Малволчин. Вот это были жестокие бои, все-таки освободили Сталинград. Это было, даже там ни одного дома уже не было, все говорят, что там ни одного дома не было целого. Там очень много наших Евлоевых, очень много Евлоевых принимали участие во всех фронтах Российской Федерации, Советского Союза. И вот если мы посмотрим на мемориале, да, там описываются все имена наших родственников. И это нас это радует.
В 2013 году в Волгограде на Мамаевом кургане открылась стела с именами около 90 уроженцев Ингушетии, сражавшихся под Сталинградом. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне 1941 и 1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойков, Новости 24.